Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что скоро случится? Что в вашей жизни решится? Загадайте, пожалуйста, на себя на самое ближайшее время. И давайте вместе посмотрим, что случится, что решится. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь слева показан дом, крыша. Возможно, у вас какие-то проблемы в доме, как личного характера, так и, например, какие-то неисправности, поломки в вашем доме. Не ощущаете вы комфортно себя в своем доме. Ремонт нужен, либо в чем-то нужно разобраться. Смотрите, совсем скоро вижу помощника, который возьмется за ваш дом. То есть человек либо поможет вам урегулировать какой-то конфликт в семье, в доме, может быть даже с соседями в конце концов, ну, либо выполнить какой-то необходимый ремонт. Может, там мебель вам нужно будет подвигать, может быть, какой-то косметический ремонтик провести, либо замену чего бы то ни было выполнить. Ну, а если у вас дома нет, жить вам негде, либо вы в поисках там аренды, покупки, вижу человека, который вам здорово поможет. И очень классный вариант, и найдет, и подберет. Фигурка идет мужская. Ну, либо женщина, внешне похожая на мужчину, может быть, короткие волосы, да, короткая стрижка, может быть, телосложение такое худенькое, да, без всяких там выпуклостей. Ну, в общем, человек открытый, добрый, улыбается красиво и действительно вам поможет. Какой бы ваша проблема ни была, связанная с домом, либо в доме, появится человек, который вам прям все сделает, все для вас сделает, подберет лучший вариант, окажет помощь, поддержку психологическую, физическую. Ну, в общем, человек для вас будет стараться. Человека вы, может быть, уже знаете, а может быть, лишь только познакомитесь. Но вам реально повезет. Ну, по крайней мере, вы так будете к этому относиться. Мне повезло. Встретила замечательного человека, который мне действительно в жизни помог. Дальше, мои хорошие. Есть у меня два человека на одном острове, но друг от друга отвернулись. Да. Остров маленький, деваться некуда, но я так понимаю, что вы друг на друга обиделись, либо друг от друга отдаляетесь, охладили друг к другу. Смотрите, что решится. Во-первых, выяснится причина, почему это с вами произошло, почему вы настолько охладели друг к другу, почему развернулись в противоположные стороны. Причина есть, и причина достаточно серьезная. Причина откуда-то извне входит, да, и вас разделяет, разъединяет. Но вы на одном острове, то есть вы друг другу по судьбе, либо вам по судьбе быть вместе. Не обязательно там любовь, пара, брак. Это может быть и творческий союз, деловой союз, может быть, вы партнеры, коллеги, напарники в конце концов. Да? Вот кто-то извне пытается, и причем удачно пытается вас вот друг против друга настроить. Выяснится кто, выяснится почему, и дальше делайте с этим что хотите. О чем вы не должны забывать? О том, что вы судьбой повязаны. И вам все равно друг от друга никуда не деться. Какие бы там претензии друг к другу вы не испытывали, не предъявляли, деваться вам некуда. Вы вместе, и вместе идете дальше по жизни. Принимайте это как данность. Мой совет
принять друг друга такими, как вы есть. И не пытаться друг друга там контролировать, учить, либо исправлять. Ну, не просто так это с вами произошло, не просто так судьба вас соединила на этом острове. Вы друг другу важны, вы друг другу нужны. Возможно, вы даже друг для друга как учителя идете. Нельзя ругаться, потому что вы на одном острове. Найдите точки соприкосновения, вместе объединитесь против этой общей угрозы, да, извне, которая поступает, и найдите общий язык. Так вам будет и легче, и проще, и быстрее, например, свою карму совместную пройдете. Либо быстрее так своей единой цели добьетесь. Но вы друг другу явно по судьбе. Дальше женщина. И у женщины на поводке какое-то чудовище. Чудовище, тут по-другому и не скажешь. Что-то страшное, такое, знаете, агрессивное, ядовитое. Женщина найдет подход к какому-то очень неадекватному человеку. Либо человек, который, кстати, с такими чудовищами еще и пьяниц показывают, да, алкашей, который вот выпил и человеческое обличие потерял. Ну, либо человек по жизни такой вот агрессивный, импульсивный, взбалмошный, от него, как держатся все подальше. Вижу, что вы сумеете подобрать ключик к этому человеку и будете этим человеком, не то чтобы управлять, скорее начнете этого человека направлять в правильном для него, как в правильных координатах, да, направлять. Может быть, это ребенок, который отбился от рук, там, подросток, да, который там его шипит, когда к нему подходишь. Может быть, это действительно человек, который пьет, может быть, кто-то агрессивный. Понятно, что вы все разные, цыпочка у нас общая, но вижу, что все будет в ваших руках. Вы найдете подход, и именно вы будете направлять этого человека. Человек вас будет слушаться. По крайней мере, проблем точно не будет. Не то чтобы приручить, а скорее как на поводок посадить. Вы это умеете, вы знаете как. И только лишь у вас это получится. Именно женщину показали. Так, с левой стороны. Здесь проблемы с какими-то организациями, с организацией, большой организацией, очень похоже на госучреждения, либо какие-то банковские учреждения, знаете, когда там сеть, да. Проблема. К вам постоянно вот какие-то руки тянутся, что-то хотят у вас забрать, отобрать. Может быть, даже как коллекторы, да, там долги требуют. Вопрос этот ваш решится, но в русле закона. Есть какая-то законная лазейка, которая позволит вам по этим рукам вот настучать, да, чтобы они к вам не тянулись, чтобы они от вас отстали. Здесь вам четко помогает закон. Консультация с юристом, консультация в каких-то правозащитных организациях. Может быть, даже совет, допустим, где-нибудь там на паблике, в интернете, в сообществе, где-то вы что-то напишите, попросите совет, и, например, там юрист-волонтер, либо волонтер-правозащитник даст вам очень классный совет. Может быть, вы конкретно кому-то обратитесь. Но вижу, что вы прям по рукам стучите, но стучите буквой закона. То есть есть какой-то закон, который работает на вас, да, и позволяет вам избавиться от вот этих вот, кто тянется, кто нападает, да, кто пытается у вас все забрать. Закон, да, именно закон, и законным путем вы, во-первых, избавляетесь от этого нападения, и второй момент, вы себя обезопасите, и третий момент, даже какая-то возможность спокойно все это закрыть, от этого всего избавиться. Да, может быть, какая-то процедура даже банкротства. Что-то есть, и что-то вам поможет. И это все идет по букве закона. Поищите, кого одолели коллекторы, у кого проблемы с документами, может быть, там, с банками, может быть, там, ипотечные платежи, проблемы. Вот поищите, вот именно закон, буква закона вам помогает. Да, вы справитесь, вы молодец, отобьете эту атаку. Дальше, мои хорошие, женщина, у которой проблемы в личном.
Ну, либо это личное просто отсутствует, да, нет личной жизни. Вы маетесь от тоски, от одиночества, у вас дурные мысли в голове по поводу себя, вы начинаете к себе притягивать какие-то там небылицы в виде там венца безбрачия, меня попортили, меня прокляли, со мной что-то не так, да, где мужики, почему их нет. Девушки мои хорошие, для себя вы что-то откроете в виде место, где люди знакомятся, либо, может быть, даже это как не социальные сети, а вот эти сайты знакомств, может быть. А может быть, конкретное место, где люди приходят для того, чтобы познакомиться. Вы долго от этого отказывались, либо в принципе об этом не знали, либо не считали, что это работает. И вижу, что вы для себя это открываете, и там целый мир. Целый мир таких же людей, как вы, которые в поиске своего личного счастья, своего идеального партнера. Я не вижу, что вы там прям сразу кого-то найдете и буквально там завтра замуж выйдете. Но вы начнете общаться с людьми, вы избавитесь от этих дурных мыслей, что я там проклятая, венец безбрачия и прочая там ересь. Вы от этого избавитесь. У вас появится огромное количество знакомых противоположного пола, причем достойных людей, интересных людей, с кем вы можете и пообщаться, и там и посмеяться, и серьезные какие-то вопросы обсудить. Вам явно понравится. И опять же, люди вокруг вас, да и вы в люди выходите, понимаете? Пусть даже онлайн, но выходите в люди. Ну, либо в какое-то место вы будете ходить, где там какие-то свидания, знакомства происходят, не знаю, клуб по интересам может быть какой-то. Целый мир новый для себя открываете. И да, много-много знакомств с невероятно достойными и интересными людьми, да еще и полезными людьми. Так что не спешите на себе там крестики рисовать, и уж тем более не пророчьте себе всякие неприятности. Нету на вас никакого венца безбрачия, никто вас не проклинал, ничего тут подобного и близко нет. Просто вы, скорее всего, ну, действительно имеете там определенные требования к мужчине, и, к сожалению, места, где вы находитесь, либо где вы работаете, в вашем кругу таких людей нет. Вот вы и закрылись в себе. Да, мириться там с недостатками вы не готовы. Одно другое наложилось, да, и все. К этому вы и пришли. Но не переживайте, скоро огромное количество поклонников у вас появится. И получится, выбирай не хочу. Точно своего мужчину найдете. Дальше, мои милые. Проблемы у кого-то на работе. Тут либо коллективчик у вас гнилой, либо начальство прогнившее. И так можно прочитать. Смотрите, сейчас вы получаете опыт работы в каких-то ненормальных условиях. Вам это тоже пригодится в жизни, пригодится. И вижу, что вам какое-то предложение скоро будет. И вам бы это предложение принять. Может быть, оно не настолько шикарное, как хотелось бы, как мечталось бы, но лучше это предложение примите. Если вы не замужем, либо если вы не женаты, то вот это новое предложение по работе, оно не только вам принесет денежку, карьерный рост, но еще и личную жизнь вашу устроит. То есть на новом месте работы вы еще и личную жизнь себе устроите. Для тех, кто уже женат, либо замужем, ну, у вас там прям, ну, любовь идет, да, любовь к вам, например, вашего начальства, либо ваших коллег. Там вас действительно будут на новом месте и ценить, и уважать, и всячески ублажать, извините за слово. Вам бы послушать это предложение, принять бы это предложение, вы точно не пожалеете. А вот здесь и сейчас, где вы работаете, вы действительно как кризис-менеджер, да, вы столько всего уже вынесли, столько всего уже ужасного повидали, у вас колоссальный опыт, да, приобретен работы в очень жестких условиях, либо в кризисных условиях. Это вам 100% пригодится. Так, для тех, у кого бизнес не идет, ну что-то с бизнесом происходит. Ну, времена тяжелые, это не только у вас, поверьте, у ваших конкурентов, у них не лучше, чем у вас дела обстоят. Здесь это просто нужно пережить, принять как должное и пережить. Если прям чувствуете, что вы не вытягиваете, то не мучьте себя, не мучьте. Устройтесь на обычную работу, на кого-то поработайте. Времена поменяются,
что-то произойдет, оно обязательно произойдет, все меняется в жизни. Тогда опять свой бизнес откроете. А сейчас, если есть возможность, переходите на работу по найму, да, работайте на кого-то. Поверьте, не только вам тяжело, всем тяжело. Всем тяжело, всем сложно. Так, еще. Здесь у меня 2 человека. Женщина. Но здесь больше похоже на пару. Пара, у которой есть проблемы с тем, чтобы быть вместе. Женщина. Женщина прям как-то особо сильно страдает из-за того, что вот не получается быть вместе. А мужчина, наоборот, как-то, расслаблен, слишком расслаблен. Мужчина что-то знает. Либо у мужчины психика крепче, чем у женщины. Мои хорошие, какие бы там перепоны между вами не были, кто бы вам там не мешал, кто бы не был против ваших взаимоотношений, даже если там вот третьи лица, там треугольники, четырехугольники, поверьте, вы не просто так встретились, и проблема ваша решаема. С мужчиной говорите, да, либо берите с него пример. Он что-то знает, либо он что-то чувствует. У мужчины, возможно, интуиция более прокачанная, чем у вас. Либо вы слишком сильно уходите в эту хандру, в эту тревогу, в эти переживания, сами себя накручиваете. Вам с мужчиной нужно поговорить и от него взять вот этого позитива и веру в будущее. Перепоны уйдут, 100% уйдут. Особенно если какая-то женщина вам мешает, она уже, знаете, из последних сил пытается вас на расстоянии держать, либо с последних сил пытается вам помешать, ее силы на пределе, скоро иссякнут, и она не просто сдастся, она сама себя вот как разрушит, уничтожит. Слишком много сил она положила на то, чтобы вас развести. Ничего у нее не выйдет, вас судьба соединила. Вы вместе похожи на гранат, а гранат — это новая жизнь. Вот, видите, как гранатик такой получается, когда вы вместе. Вам по судьбе быть вместе, и то, что соединили небеса, ни один человек не сможет разъединить. Вы будете вместе. Посмотрите на мужчину, поговорите с ним. Он очень спокойный, это вы нервная. Возьмите у него хотя бы частичку этого спокойствия, вам это пригодится. Перепоны точно уйдут, и вы точно будете вместе. Дальше, мои хорошие. Так, большой ботинок смотрит влево. Ну, это либо ваша какая-то незапланированная поездка, которая вот-вот состоится. Ботинок большой, значит, судьбоносная поездка. Либо к вам кто-то приедет, кого вы не ждете, кто повлияет на вашу жизнь и на вашу судьбу. Ну вот он, ботинок, и он прям в центре у вас стоит. Вот что бы это ни было, это к хорошему, это не к плохому, это к очень хорошему. Дождитесь. Так, а здесь в лодке у меня человек, в лодке. Ну, лодка — это сильный знак. Лодка — это жизнь, да, плыть на лодке, жить. Лодка. Видите, прорисовывается как контур человека второго в вашей лодке. Обычно такими образами показывают будущий брак, да, когда вы вдвоем будете плыть в этой лодке. И также показывают детей, ваших будущих детей. То есть, грубо говоря, все вы делаете правильно, движетесь в правильном направлении. И цель ваша, да, вот, пункт назначения, вот то, чего вы хотите, уже прорисовался контуром. Видите, рядом с вами второй человек. Это может быть как ребенок, так и ваш супруг, либо супруга в будущем. Вы движетесь по направлению туда, к счастью. Понимаете, к счастью двигаетесь. Не от счастья, а наоборот, к счастью. Вы уже на верном пути. Просто доверьтесь судьбе, все у вас получится, все у вас обязательно будет. Так, а здесь, смотрите, в венце показывают вас, и вы на пороге новой жизни. Но вас кто-то пытается вот как удержать, да? У вас последний шаг, а вас кто-то пытается удержать. Мои хорошие, кто бы вас не удерживал, чем бы вас не удерживали, вы уже на пороге новой жизни. Видите, одна ступенечка осталась, и вы войдете в свою новую жизнь. Обещанную жизнь, желанную жизнь, то, о чем вы мечтали, то, чего вы хотели, совсем скоро исполнится. И исполнится это по судьбе.
Это вам на роду написано. И вы уже у этой точки. Видите, одна ступенька, и вы в новой жизни. Кто бы вас здесь ни держал, как бы вас ни держали, физически, обманом, уговорами, шантажом, вы все равно в свою новую жизнь попадете. Это уже предопределено для вас. Судьбою предопределено. Все. Переживать вам не за что. Очень классные знаки. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.